Ради Бога, господа, быстрее встаньте в круг. Боже мой, что за жуткий человек этот Шестаков? Нам нужно что-то предпринять. Что именно? Может, ему денег дать? Опасный черт возьми, а если не возьмет? Можно сказать, пришли деньги, не зачи. Возьмите. Смотрите, чтобы он по почте подальше не отправил. Надо заходить в заведение и давать деньги по одному без свидетелей. А мост Федорович, сначала вы начнете, а потом уже все по очереди. Лучше вы. Лука Лукич, давайте вы. Не могу, господа, боюсь. А мост Федорович, кроме нас уже некому. Что вы? Нет. Мост Федорович, спасите нас, станьте нашим отцом. Отстаньте, господа. Ой, Петр Иванович, вы наступили мне на руку. Я застрял. Я так крепко спал. Здесь приятно проводить время. И кормят хорошо, и всем не рады угодить. Мне, право, нравится такая жизнь. Имею честь представиться, судья Ляпкин-Тяпкин. Милости просим, садитесь. Спасибо. Деньги в кулаке, а дать не могу. Вот беда. А что это у вас в руке? Ничего-с. Как ничего? Я вижу, деньги упали. И как нет? Точно, деньги. А дайте их мне, взаймы. Очень деньги нужны. Конечно, с большим удовольствием. Я вам потом их пришлю. Не надо, рад вам угодить. Судья хороший человек. Надо представиться, почемейстер Шпекин. Милости просим, я очень люблю приятное общество. Садитесь. Мне нравится ваш город. И люди здесь такие приятные. А вы можете дать мне 300 рублей? Взаймы. Извольте, от души готов служить. Очень благодарен. Не буду вас больше беспокоить. Не будет ли замечаний по почтовому управлению? Нет, ничего. Почтмейстер тоже хороший человек. Я люблю таких людей. Имею честь представиться, смотритель училища Хлопов. Милости просим, садитесь. Не хотите ли сигар? Ой, брать или не брать? Возьмите. Ой, простите. Я потратил много денег, когда ехал до вас. Не можете дать мне 300 рублей взаймы? Да, конечно, берите. Благодарю. Ну, я пойду. Прощай. Ну, слава Богу. Имею честь представиться. Обучили полугодно заведение земляника. Здравствуйте, садитесь. Я вас, помню, принимал в своих заведениях. Да, помню. Вы угостили вкусным завтраком. Служу Отечеству. Давайте я вам маленький секрет расскажу. Почмейстер у нас совершенно ничего не делает, а судья такой лентяй, так надо поискать. А еще, какая ужасная новость. Смотритель здешних заведений внушает юношам совершенно неблагопристойные мысли. Давайте лучше я вам все на бумажке напишу. Да, напишите. Какая ваша фамилия? Земляника. Да, земляника. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Имеет 400 рублей. Возьмите. Благодарю. Я Петр Иванович Добчинский. Да, я вас помню. Вы тогда упали, как ваш нос. Слава Богу, хорошо. Хорошо, что хорошо. Я рад. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Взаймы рублей 1000. Так много? Если 1000 нет, дайте 100 рублей. Петр Иванович, у вас нет 100 рублей? У меня всего 40. 25 рублей всего. Не может быть. Как так? Если пускай будет 65 рублей. Это все равно. Больше не будем вас беспокоить.
Мне очень приятно. Здесь много чиновников. Мне кажется, они приняли меня за ревизора. Какие глупые. Напишу-ка я обо всем в Петербург, Тряпичкину. А он статейки пишет. Пускай он про них напишет статью. Эй, Осип, подай мне бумагу, чернила. Сейчас. А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Хотя они, конечно, добрые люди, денег дали. Точно, нужно посчитать, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почтмейстера 300, 600, 700, 800. Фу, какая старая бумага. 800, 900, ого, больше 1000. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка, попадись ты ко мне, посмотрим, кто кого.